выходит у меня запуститься. Так, пошло никак, да? Пошло вроде бы. Всем привет. Всем привет. Так, это у нас дорога в аэропорт идет. Вот это вот. Сейчас у нас среда, 7 мая. 7 мая. Последний рабочий день перед длинными выходными. Смотрите, какая тут интенсивная нагрузка у нас. Какая интенсивная нагрузка здесь. Это транспорт объездная, круговая вот эта вот дорога. Ну, давайте немножко походим с вами. Немножко походим, я просто покажу вам Якутск весенний, 7 мая. Предпраздничный, или как, междупраздничный. 3 человека смотрят. О, шикарно, я рад. А то тут что-то заходил в этот дом, забирал онлайн заказ. Хотел постримить, и ни черта не получилось у меня. Ни черта себе не вышло. Это все висло. И сейчас вот развисло хоть. Уже хорошо. Сегодня день хороший, солнечный. Ну, сейчас уже вечер. У нас сколько? Сейчас уже 5 часов где-то так. Поэтому на 6 часов разница с Москвой, с западом России. Сейчас люди, я так думаю, тут дорога такая интенсивная, многие, наверное, на дачу куда-то едут, едут на выходные, потому что в городе, конечно, делать особо нечего. В эти выходные, ну, парад будет 9 мая, но ну, точно не знаю, должен. Бессмертный полк будет, не знаю, будет проходить. Так, немножко на рынок столичный пройдем, или как вообще называют, китайский рынок. Вот сейчас смотрите, сколько тут великов продают. Ого-го. Такими широкими шинами какие-то. Вот такие. Это по песку ездить, да? Чуть поменьше. Такие простенькие есть велики. Посложнее, спортивные какие-то. Вот тут даже эти мопеды, что ли, продают. Точно мопеды китайские. Вот такие вот мопеды с этими, смотрите. С кузовом. Мама, нет. Это аж на 2 места вроде бы, двое можно, да? Или одному. Вместится кузов большой, а у этого тут меньше. Вот один такой кузовок. Самое такое время сейчас на велосипед пересаживаться. Лорд пишет: привет, лорд. Наступающим праздником. Сегодня тоже, кстати, праздник. Кто отмечает День связи 7 мая. День радио. Вот, тут делают шашлычок. 50 рублей стоит. Тут у них полежки. Ну и сам рынок столичный, китайский. Вот тут несколько зданий, где продают товары китайского ширпотреба. Ну, что хорошо, здесь можно поторговаться, я думаю, и могут китайцы уступить какую-то скидочку сделать. Вот.
Да, если вот такая погодка-то будет, то праздники вообще классно. Где-нибудь за городом, в пригороде. Тут, кстати, распродажа, смотрите, по 200, по 100 рублей торгуют. Так, туда я внутрь не буду заходить, потому что там вообще полная тоска, да может связь что-нибудь пропасть. Так что просто вот так немножко обошел, вам показываю немножечко ситуацию в городе, как что. Напротив ресторан «Белые ночи». Кабачок такой. Там, по-моему, пару этих больших таких залов банкетных. Можно какой-то корпоративчик отметить. Ну, думаю, то, что он вот находится не где-то там из этих черная уличка, вот тут прямо на улице, очень удобно. Очень удобно. Так, вот здесь у нас, пока вот идете на рынок, уже торговля начинается. Прямо торгуют. Висят они одежду. Можно тоже недорого приобрести. Трикотаж какой-то. Дорога это очень такая интенсивная у нас. Наверное, одна из самых напряженных все-таки в городе. Улица Дзержинского. Она идет до аэропорта. Ну и дальше там Марфу. Можно чуть до Намска и дальше уехать туда, на север. Якутска. Так. Столики вот так сидят, торгуют. Прямо. Что-нибудь приобрести. Хотя тут очень вот пыльная, да? Пыльная, загазованная, не знаю, товар тоже пылится, наверное. Так, сейчас с вами куда зайдем? Молочку купить надо. Тут я покажу вам, где тут этот магазин самых бюджетных. О, прямо смотрите, а вот тут цветы какие-то, а вот тут здоровые продают. Прямо вот на остановке. Прямо на остановке. Торговля идет. Или в этот может зайти. Хотя там сейчас же вечер. Сейчас же вечер. А что получается у нас? То, что в молочном дождике, наверное, молочка будет раскуплена. Так, ты куда идешь, Артем? Привет, Артем. Иду гуляю по Якутску. Вот эта улица у нас Дзержинского. Свернул. Вот сейчас я свернул на улицу авиационная. Авиационная улица. Вон там клуб Ремикс. Бар-клуб. Ремикс, джаз. Это что такое? А, это Винмен Алфомаркет. Джаз. Не знаю. Что за город, Иван? Привет. Город Якутск. Город Якутск. Восточная Сибирь. Как называется. Столица Республики Саха-Якутия. Город Якутск. Артем, Александр, Артем прочитал, готов
пешком стать. Чего? Так, кто-то что-то пишет. Понятное. Так. Папка не пути, вот здесь вот. У них контора, что ли. Завод их выпускает алкогольную и безалкогольную продукцию. Водка, настойки, лимонады всякие разные, газировки такого плана. Тут магазинчик находится не сразу, надо пройти немного. Тогда мы сможем попасть в него, где у нас недорогие продукты питания. Тут вообще улица такая, что тут вообще недорого все. Как бы и одежда вот здесь продается недорогая для всей семьи. Тут строительные магазины какие-то есть в большом количестве. Хотя строительные магазины, они у нас в строительном рынке в основном находятся. Ну тут что-то есть. Вот тут Восток сервис какой-то. По-моему, сантехнику можно приобрести. До 18 часов работает. Новое поступление. Осень, скидки. Одежда. Какая осень? У них кстати не висит. Они так этот рекламный щит и не убрали. Вот тут магазин тоже 4 этажа. Это у них все товары. Одежда. И вон там тоже 3 этажа, тоже одежда. Вот. В Якутске, по-моему, больше вот этих вот магазинов, чем людей, мне кажется. В принципе, это столица, то есть здесь сюда приезжают много людей с районов республики, как бы, да, через столицу, если куда-то надо поехать, вот туда, Якутск. Потом уже либо по железной дороге, либо на самолете, либо на машине. Ну, на машине там надо реку переправлять, поезд тоже надо через реку переходить. Торговый дом Ридо. Вот. Светофор. Он самый. Наш любимый светофор. Кто любит светофор, ставьте лайк. Так. Машин приехало много. Люди за едой на выходные. Киндо. Так, все. Так, тележка есть маленькая? Еще большие, да? Надо такую брать телегу. И вот так едем. Что тут новенького есть что-нибудь? Так, мед есть. Там 370 рублей. Что ли? Что за мед непонятный. Написано Алтай мед. 370. Что непонятно. Молоко. Молоко что-то 2,5. А вот это, да? 3,2. Здесь покрепче. Так, еще что-нибудь. Еще что-нибудь здесь взять. Макароны 9, смотрите, сколько здесь. 11 человек смотрит уже. Ох, молодцы.
Зовите в других, пускай она посмотрит. Так, а здесь крупы разные, макарушки, есть мука, сколько, 109 рублей 2 килограмма, да? Вот такой же есть, свечка есть, ореховая смесь. Так, здесь у нас заморозки. Напитки. Так, ладно, пока я тут ничего не буду брать, потому что здесь я молочко возьму. Наверное, и все. Здесь или 3 пакета, ладно, 3 возьму. Тут еще такое какое-то есть. Надо же пить. Источник кальция. Так, что тут еще хорошего? Есть. Чокопай 202 рубля. В городе можно и дешевле. Вафли, хлопья, всякие разные. Вот торт можно тоже делать. Шарики кукурузные. Такая сколько стоит она? Бесценная что-то. А вот цена 115. Кукурузные палочки с сахарной пудрой. Блин, так дорого стало вообще. Я помню, по 40 рублей покупал. А сейчас стало стоить дорого. Так, что попробовать этот чудо мед с Алтая. Или не стоит? Как вы думаете? Алтайский Бийский район. Что-то какой-то он это. То ли мед, то ли не мед. Тут еще прям товары всякие продаются в широком ассортименте. Пляжные зонтики какие-то. Так, это что такое? Утеплители какие-то. Утеплители. Ведра. Никелированные есть. Это изоляционное. Утеплировать, утеплять. Это понятно. Ну, сейчас, по-моему, не сезон уже утеплять. Коврик. Зонтики. О, на лето эти продаются. Бассейн с резины. Резиновая. Так, тут всего. Кстати, вот на дачку, вот такой бассейн. Телега, есть столик. Вот тут даже это продается. Смотрите. Трикотаж. А еще матрас такой. Матрас. Высота. Ну, он узенький, да? 80 сантиметров шириной. Сколько он стоит? Такой матрас. Бесценный, да? Может, с той стороны есть. Ну, там, наверное, поролон какой-то. О, 1900. Что-то слишком много. Ну и так далее. Тут обувь, одежда какая-то, белье. Там еще химия продается. Тут всякие коробки стали торговать этими коробками. Всякими вот такие тары. Тара. Ну, джем какой-то охота. А эти эмаль даже. Ё-моё, эмаль, смотрите. Подкрасить.
эмаль. Какого цвета? Зеленая. Зеленая эмаль. Синяя эмаль. Кстати, голубая, да? Кстати, недорого, в принципе. Наверное, мне баночку возьму. О, господи, чуть не упало там. Сейчас еще тут прольется что-нибудь. Такую вот. Мне надо будет покрасить. И атмосферу. Эмаль. Видите, она что? Значит, для деревянных металлических. Вот я возьму, покрасить мне надо будет там. А что? Так, какая еще тут белая, да? Белая. Это что, грунт эмаль. Ну, даже краску стали отдавать. Это фор вообще шикарно. И недорого. Там еще что-то продают, да? А, это эти, да? СМС. Стиральные порошки. И всякое разное добро. Химия, да? Прокладки. Разные полотенца. Так, мне надо туалетную бумагу же. Всякие разные химии, да? Нужно всякое. Что такое зубная паста? Это продается. Здесь что ли? 200 грамм. Паста лап. Где вот это что ли? Биоактивная. И вот это 200. Где тут написано название-то? Китайское и все. А этот по весу такой же, да? 200 тоже. Угу. 200 грамм за 90 рублей. Да, ладно. Накуплю, потом тащить надо будет. Все это дело. Пакеты. Так, а где туалетная бумага-то? У нас основное. Палочки вышли. Смотрите, сколько? 82 рубля. 82 рубля. Сколько их здесь? 500 штук. Так, это полотенце, да? Посудочные пакеты. 51 рубль. Короче, тут очень выгодно. 451, это целая. Вот такая маленькая бумага. Так, а рулонами-то есть она? Рулонами. Глазок, не камеру. Нормально все, нормально. Да. Это не мешает. Единично не продают, что ли. Туалетную бумагу. Ладно, ходим. Все, купил я. Короче, надо будет покрасить. Кое-что там голубой красочкой. Красиво, чтобы беда. 200 рублей в банке эмали. Вот, килограмм. Надеюсь, хорошая. Вот все. Что хотите тут? Светофоре. Что хотите. Оп. Так, хотел я здесь брать. Вот этот, ну что-то я не рискнул его брать. Написано алтайский, но что-то по внешнему виду это непонятно. Так. Скотч. Так, все. Вот тут даже, смотрите, это вещи какие-то, парфюм. Парфюм, что-то пыльцовый пластик. Батарейки. Всякое разное, короче. Так, все. Это что-то молочное. Плитка молочная, 3 штуки. 23 рубля. Вот что ли. Конфеты продают. Подарочные. Ладно, мне поздравлять некого, поэтому
держусь. Петушок на палочке. Не надо. Нет, не надо. Пятьсот шестьдесят семь. Ну что? Текстиль. Тоже еще есть, кстати. Семейный магазин. Россия, Китай, Центральная Азия. Ладно, дальше я не пойду. Все, заставился. Теперь можно идти обратно. Раиса Алекс. Сутки нет ютуба. Так. Олень, пиваса, купи. Так. Говорит привет. Привет, Никитас. Так. Во! Теперь мне надо будет колдыбасить. Пешочком надо будет колдыбасить. Заодно я вам поснимаю улицу Дзержинского в Якутске. Немножечко. Вот. Самого. Вот. Уже, смотрите. Слышно песню, да? Музыку включили. Победы порохом пропах. Сединой близко. Это вот здесь вот включили музыку.
забанит меня YouTube за эту песню. Как вы думаете? Стрекоза магазин. Вот. Ну, такое праздничное настроение создает. Правильно, в принципе, включили музыку. Песни про Великую Отечественную войну. Ой, господи. Вот. Ну, праздник у нас будет сегодня 7-е, 8-е, получается, и 9-е будет у нас через день, да, получается. Надеюсь, будет хорошая погодка в этот день, и можно будет погулять. Все, конечно, хорошо было бы, чтобы все машины из города уехали, потому что просто невозможно вот этого транспорта стало дышать. Пыли много в воздухе. И если машины уедут все куда-нибудь на вот эти выходные весенние, тепло будет просто замечательно. Воздух свежий будет, ну, чистый будет. У нас тут, понимаете, пыль от чего? У нас же очень, вон тут, кстати, верба на дереве. Очень сухой климат. Остроконтинентальный сухой климат. Ну, от этого все проблемы. Вот, посмотрите, дома деревяшки снесли и что-то будут строить. Вот здесь вот. Капитально будут строить. Что-то, видно, уже разровняли. О, тут вербы-то сколько. Ух ты! Просто это... Вербное воскресенье у нас кончилось. Ну, ломать в городе нельзя. 100% деревьев. Там деревьев мало. Да, я говорил про климат, потому что сухой климат. Дома влажность там меньше 20%. То есть это батареи еще сушат. Мало того, что не так сухой, еще батареи сушат. Батареи у нас до последнего не отключают. Я не знаю, в принципе, уже можно было бы их обрубить, но не обрубают, потому что, возможно, какие-то заморозки будут. Вот я вышел, где вот туда, вот к рынку столичный надо идти. Такой у него мотоцикл зверский. Поэтому сухой климат и, соответственно, вот это вот все, воздух поднимается машинами. Песочек весь летает. Тут еще кроме этого песочка, наверное, сейчас какую-то грязюха. Поэтому надо, не знаю, тут проезжать, это значит, там какие-то машиной, каким-то этим, или как раньше это убирали рабочие дорогу, просто лопатой. Вот этот кусок. Если нет техники, то можно, не знаю, ну хотя бы центральную улицу, то вот это наша, как говорится, лицо столицы, можно было бы его как-то прибрать, чтобы... А вы смотрите, видите, да, я иду, а уже такая пылюга. Ну, а летом что будет твориться, когда... Ну, сейчас, в принципе, уже тоже много на машине. Но если летом все, вообще все выйдут, что будет жарко, и тут вообще дым столбом будет.
часть деревяшки вот эти. Еще не снесли их. Но, по-моему, это уже никто не живет. Уже никто надо бы. Хотя я могу их катать, но кто-то придет. Обычно, если электричество обрезают, то все. В доме уже делать особо нечего. Без электричества. А тут видно, какие-то кабеля идут. А, вот. Кабеля. Вот, тут целое дело, короче, его свести. Тут, видите, да? Какие-то дома стоят, и кабельное хозяйство. То есть все на эти дома, то есть если его снесут, эти кабеля надо будет что-то с ними делать, как-то перевешивать или что. Дополнительные волокиты. Смотрю, как это делают. Я думаю, то есть такие стратегические деревяшки несут по себе связь. Сегодня, кстати, день связи, день изобретения радио Александром Сергеевичем Поповым в 1895 году, да? Вот. Благодаря нему мы имеем возможность вот проводить, в частности, стримы. Такие вот. Это и город Якутск. Привет. The Only Thing. Так. Что тут? Что-то немножечко поубирать. Чатик. Поубирать надо. Вот как вот эту пыль убирают, да, грязь. В чате тоже залазят какие-то грязные люди, которые пишут какие-то грязные вещи. Их тоже надо убирать. Которые смогут, возможно, строить настроение или что-то. Хорошие пишут. Вот автобус 35, новенький автобусик с газовым оборудованием. Вот вышли на перекресток с улицы. Это улица Строителей. Если туда идти по ней, то мы выйдем на улицу Жарницкого. А потом, если в ту сторону свернуть, то мы выйдем к рынку, строительному рынку. Довольно большой рынок там. Ну, если вы что-то делаете ремонт какой-нибудь, что-то строите, там можно подкупать. Надо бежать. Танк. Видим. Танк. И еще машины большие, они сколько тут выхлопных газов сразу выделяют. Мало того, что вот эти вот машины, каждая из них, у нас же холод, тут электрокара. Как это электро? Если гибрид, может быть, только какой-то. Ага, так электрокаром тут у нас не выжить в зимнее время. Ну, которые на электричестве транспорт. Ну, вот смотрите, да? Поэтому они все, процентов 90 эти машины, они бензиновые. Вот часть из них на газ переводят, а себе ставят газовые, там более выгодно. Но в основном все бензиновые. Поэтому кочегарят они очень хорошо. Так, что вам еще такого интересного рассказать? Можно было на велике, надо велик старать. Тоже ездить надо на велике.
городок, в принципе, небольшой. Можно без проблем, в принципе, ну, какой-то даже, ну, конечно, как, да, где велосипедистам есть. Если бы часть людей перешло с автотранспорта на велосипедах, идея, да, сразу бы машин бы стало меньше в городе, и, соответственно, грязи, выхлопных газов было бы меньше. Лучше бы они этот песок разносили. Чистить надо. Ну, хотя бы вот не там, на закоулке, вот на центральной улице. Тут смотрите, вот дома, да, тут новые такие вот большие дома стоят. И люди, вот как они там живут, я не знаю. Все это туда летит. Все эти выхлопные газы с пылью. Как они там живут, я вообще не представляю. Не с этой стороны, со стороны улицы. Это ведь не одна улица такая в городе, их много. Вот это Лермонтова тоже очень такая загруженная улица. Пыльная, шумная. Так, сейчас посмотрим с вами, почем у нас бензинчик. Интересно вам? Сейчас я это почитаю. Так, вот, с выездом. Сложности с выездом. Вот, здесь Туймада нефть. Заправка Туймада нефть. И погода 12 градусов, 7.05, 98, 84, 50, 95, 73, 80 рублей это все. 92, 70 рублей 50 копеек и ДТ 93 рубля. Это у нас на 7 мая 25 года. Да, о, смотрите, тут дом отделывают, вот этот новый, тут строят дом. Были деревяшечки, вот новый дом строят. Тут много всяких зданий много где. Вот, продают магазины всякие, больше, меньше, и т.д. и т.п. Такого плана. Вот смотрите, отделка идет полным ходом, отделка идет. Ага, будет красивое здание. Да, надо делать. Надо здесь строить новые дома. Надо чистить все-таки от пыли улицы. От песка обязательно. Потому что в этом песке много чего непонятного содержится. И люди потом заболевают. И непонятно, чего заболевают. Сами понимаете, да? Если в аквариуме у вас этот очиститель перестанет работать, и вы не будете рыбам воду менять, они что сделают, рыбки? А просто помрут там и все. Ну, люди тоже, им нужна чистая экологическая среда, чтобы они нормально были здоровыми, нормально себя чувствовали. Кто такой проезжает. Так, почитаем. Что-то какая-то дорога так. Днепро. Да так, как любой город. Говорит привет. Ага. Всем привет.
столицы республики Саха-Якутия. Сегодня у нас последний рабочий день перед длинными выходными. Завтра будет 8, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 9 мая будет праздник День Победы. Вот тут тоже что-то посносили, кстати. Я так смотрю. Ага, точно. Снесли, это хорошо. Тут все зачистили. Это стороны. Это просто замечательно. Вот, кстати, это здание, его тоже как-то облагородили по-новому. Это, по-моему, хлебомокомбинат или молококомбинат был, или конфеты вот где делали, знаете, да, якутская фабрика делала всякие кулинарные конфеты там, и так далее. Вот тут домишки были, их снесли. Ура! 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 Так. Привет, Player Pro. Алкаш говорит привет, привет, Алкаш. Равочка говорит привет, привет. Да, городов много. А если ходить по самому центру, да, города, там, наверное, вот такого-то нету уже, да, как бы, да, там все уже посносили, хотя есть некоторые улицы, где в центре, где тоже надо старые дома, деревяшки. У нас в чем проблема-то в Якутии? То, что вот эти деревянные дома там времен довоенной там или послевоенной, они строились, в общем-то, неправильно. Неправильно, без свай. От этого происходила оттайка грунта. Ну и, соответственно, фундамент он весь прыгал. И дома кривились. Так, вот у нас. Там у нас этот молочный комбинат, молочный дождик. Сейчас вечером, сейчас там, по-моему, делать нечего. Там они все. Молоко, по-моему, вот в этом, то, что подешевле, его раскупают. Чуть ли не с утра приезжают разные, кому там мелкооптовики закупают, куда-то везут по высоким ценам, там со своей наценкой могут и продавать. Ну, вообще людям удобно, выгода на молоке. Ну все, в общем-то, вот с вами я постримил, немножко постримил, походил, показал вам столицу. Прошлись мы с вами по улице Дзержинского. Ну, еще немножко вот они гоняют как-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, будем заканчивать наш небольшой стримчик. Всех с праздником. Сегодня у нас 7 мая, День радио и День связи. И также послезавтра будет 9 мая, День Победы. Всех с праздником, Великим Днем Победы. Все. Так, привет из Северной. Привет, привет. Слава Ким Чен Ыну. Да, слава Ким Чен Ыну, нашим хозяевам. Ну ладненько, все, давайте будем прощаться. Я отключаюсь. 7 человек смотрит, 4 лайка. Лайки проставьте, пожалуйста. Потом в дальнейшем еще с вами выйдем в эфир и постримим. Благо стала хорошая погода, можно ходить по улицам без проблем и проводить стримы.